Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 5 классе. Урок 87-88. Тема урока «Летние каникулы». Назовите тех, к кому обращаются с речью. Ади, ты куда поедешь летом? Не знаю, наверное, в Астану. Ты же, Ади, в прошлом году там был? Да, Ерлан. Но у меня там много родственников, у которых я не успел побывать. Обращаются с речью к Ади и к Ерлану. Обращение на казахском «қаратпа сөз». Теперь, ребята, что такое обращение? Обращение «қаратпа сөз» – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с речью. Обращение произносится с особой звательной интонацией. Сначала тон повышается, затем понижается. Обращение выделяется запятыми. Если обращение стоит в начале предложения и произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Обращение не является членом предложения. Алтынай, открой окно, пожалуйста. Алтынай, где ты была вчера? Где ты, Алтынай, была вчера? Где ты была вчера, Алтынай? Точно такое же, по такой же схеме здесь предложение с обращениями. Санжар, иди сюда. Санжар, где ты будешь отдыхать летом? Где ты, Санжар, будешь отдыхать летом? Где ты будешь отдыхать летом, Санжар? Здесь мы видим место обращения в предложении. В первом случае это в начале предложения, после него стоит восклицательный знак. Во втором предложении тоже в начале предложения, после обращения стоит запятая. В третьем случае обращение стоит в середине предложения. В таком случае с двух сторон мы выделяем обращение. С двух сторон ставим запятые. В четвертом предложении обращение стоит в конце предложения. В этом случае запятая ставится перед обращением. Работа в парах. Прочитайте диалог по ролям. Найдите обращение. После обращения делайте паузу и произносите их со звательной интонацией. Каковы по цели высказывания предложения с обращениями? Прочитаем. Папа, можно тебя на минутку? Да, Айслу, что? Папа, объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Летние каникулы, они ведь для отдыха? Они же для того, чтобы дети отдыхали. Ну да, конечно. Летние каникулы предназначены для отдыха школьников. Тогда почему нас заставляют учиться на каникулах? Доченька, что это значит заставляют учиться? Почему нам задают читать книги на каникулах? Посмотреть целый список. Ну и что тут такого? Нам тоже в школе задавали читать книги на каникулах. Тут в списке целых 10 произведений. Дочка, вам их задали для того, чтобы во время учебного года вам было легче учиться. Чтобы мы устали еще летом, что ли? Нет, конечно, моя милая. Например, в октябре вы проходите какое-то произведение по литературе, а ты уже прочитала его летом. И уже знаешь, о чем оно, кто главные герои. Ах, папа, ведь летом так хочется отдыхать. Я прочла 2 книжки, больше не могу. Айналайн, потом тебе будет труднее, останется меньше времени читать. Смотри сама, чтобы ты потом плохих оценок не получала. Ну, я уж постараюсь, а читать все равно летом не буду. Я сейчас ничего не запомню, я на речку хочу. Эх, Айслу, Айсулу. Так, ребята, вернемся на первую страницу и найдем обращение. Обращение здесь слово «папа». И вот здесь слово «айслу» обращение.
папа, доченька, обращение. Еще есть задание, каковы по цели высказывания предложения с обращениями. По цели высказывания, вот первое и второе предложение – это вопросительные предложения, а вот третье предложение – побудительные предложения. Четвертое предложение – тоже вопросительное предложение. Найдем обращение. Дочка, моя милая, тоже обращение. Обращение папа. Обращение Айналайн. И обращение Айсулу. Поделитесь своим мнением про Вали Айсулу. Подумайте и скажите, для чего нужны летние каникулы. Айсулу дұрыс айтама. Ойланып, жауап беріңдер. Жазғы каникул не үшін қажет? Я думаю, что Айсулу не права, потому что летние каникулы даются не только для отдыха, а дается и для развития, и для чтения, и для путешествий. Поэтому во время летних каникул нужно читать очень много книг. Это будет очень полезно. Упражнение 525. Прочитайте, найдите обращения, как они выделяются в устной речи и на письме. Спешите, подчеркивая обращение. Сөйлемдерді оқып, қаратпа сөздерді табыңдар. Ауызша және жазбаша олар қалай бөлініп тұрады. Спешите, подчеркивая обращение. Көшіріп жазыңдар, қаратпа сөздердің астын сызыңдар. Здравствуй, Алихан. Найдем обращение. Обращение Алихан. На письме они выделяются запятыми, а в устной речи они выделяются особой звательной интонацией. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Виктор Сергеевич, обращение. Спасибо, Санжар, за помощь. Санжар. Пожалуйста, дедушка. Дедушка. Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Мамочка. Обращение. Добрый день, тетя Ася. Обращение тетя Ася. Дядя Витя, спокойной ночи. Дядя Витя. Упражнение 526. Переставьте обращение в середину или в конец предложения. Прочитайте вслух. Қаратпа сөздерді сөйлемнің ортасына немесе аяғына қойыңдар. Образец, үлгі. Ади, почему ты не выучил стихотворение? Ты почему, Ади, не выучил стихотворение? Ты почему не выучил стихотворение, Ади? Следующее предложение. Ребята, что мы будем делать на летних каникулах? Что мы будем делать, ребята, на летних каникулах? Что мы будем делать на летних каникулах, ребята? Следующее предложение. Папа, разрешишь мне поехать летом к бабушке? Разрешишь мне, папа, поехать летом к бабушке? Разрешишь мне поехать летом к бабушке, папа? Упражнение 527. Придумайте предложения с обращениями в начале, середине и в конце предложения, обращаясь к известным вам героям из прочитанных сказок. Это вам, ребята, домашнее задание. Упражнение 528. Образуйте от выделенных существительных слова с помощью суффиксов ечк, очк, ик. Запишите полученные предложения.
Анечка, позвони мне, пожалуйста, сегодня вечером. Ванечка, приходи ко мне на день рождения. Где ты был, Муратик? Давайте подчеркиваем обращение. Анечка, Ванечка, Муратик. Розочка, ты поможешь мне? Почему у тебя нет настроения, Жанночка? Ансарик, что вы делали в детском саду? Упражнение 529. Составьте предложение по схемам. О обозначает обращение. Первое предложение. Мы вчера ходили, ребята, в кино. Второе. Дети, будьте осторожны на дорогах. Третье. Пойдем играть, Алина. Четвертое. Сестра, тебе помочь? Упражнение 530. Прочитайте, из какой сказки этот отрывок. Спешите, расставляя пропущенные знаки препинания. Вот однажды царь Дадон страшным криком пробужден. Царь ты наш, отец народа, государь, проснись, беда. Что такое, господа? Говорит Дадон, зевая. Александр Сергеевич Пушкин. Этот отрывок из сказки «Сказка о царе Салтане». Когда вы списываете, ребята, расставляйте пропущенные знаки препинания. Здесь мы ставим запятую, потому что слово «царь» — это обращение. «Государь» — слово «обращение», поэтому запятую ставим. Что такое «господа»? Обращение «господа», поэтому перед обращением ставим запятую. Упражнение 531. Прочитайте выразительно предложения с обращениями. Какие из них употребляются в разговорной речи? Доброе утро, тетя Айнур. Давайте вставим птичку в предложениях, которые употребляются в разговорной речи. Уважаемый Бахыт Муратович, выступите со своими предложениями. Мамочка, ты свободна? Дядя Ваня, помогите, пожалуйста. Глубоко уважаемая Асия Муратовна, поздравляем вас с юбилеем. Упражнение 532. Прочитайте по ролям, из какого рассказа Драгунского данный отрывок, какую задачу задал папа Денису, как заканчивается этот рассказ. Давай задачи задавать. Давай, сказал Мишка. В это время пришел папа. Он сказал: «Здравствуйте, товарищи студенты», и сел к столу. Я сказал: «Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть 2 яблока, а нас 3. Как разделить их среди нас поровну?» Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал: «Сдаешься, Мишка?» Мишка сказал: «Сдаюсь». Я сказал: «Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот», и стал хохотать. Это меня тетя Мила научила. Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал: «А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу». Укажите количество предложений с обращениями. В этом отрывке 4 предложения с обращениями. Выпишите предложение с обращением «папа». В какой части предложения оно стоит? Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Обращение стоит в середине предложения. Точно такое же задание. Выписываем предложение с обращением Мишка. Сдаешься, Мишка? В этом предложении обращение Мишка стоит в конце предложения. Выпишите предложение, в котором слово «папа» является подлежащим. В это время пришел папа. Подчеркиваем одной чертой подлежащее.
Выпишите предложение, в котором слово «мишка» является подлежащим. Мишка надулся еще больше. Найдите предложение, в котором обращение выражено словосочетанием. Здравствуйте, товарищи студенты. Обращение «товарищи студенты» – это словосочетание. Постройте схему последнего предложения с обращением. Это последнее предложение с обращением. А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу. Это схема этого предложения. Этот отрывок является из рассказа Драгунского «Надо иметь чувство юмора». Укажите верные или неверные ответы. Первое. Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с речью. Верный ответ. Обращение произносится с особой звательной интонацией. Верный ответ. Обращение по-казахски «каратпасөз». Верно, да, ребята? Верный ответ. Обращение является членом предложения. Нет. Обращения не являются членами предложения. Если обращение стоит в начале предложения и произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Верный ответ. Упражнение 533. Составьте симпейн к слову «отдых». Отдых спокойный, интересный, помогает, восстанавливает, отвлекает. Каждому человеку нужен отдых, покой. Задание на дом. Выпишите из известных вам русских народных сказок 5 предложений с обращениями. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч. Спасибо за внимание.